Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Коми Республиканский институт развития образования. Сегодня мы открываем второй день уже 5-й международной конференции «Эффективный учитель для эффективной школы». Действительно, на протяжении последних 5 лет мы рассматриваем вопросы повышения качества образования. На уровне Российской Федерации приняты очень важные документы, которые сегодня регламентируют механизмы повышения качества образования. На уровне каждого субъекта сегодня приняты региональные программы совершенствования механизмов управления качеством образования. И поэтому традиционный трек, который посвящен качеству образования, он, конечно, для нас каждый год приобретает новые профессиональные смыслы. И сегодня мы открываем данный трек стратегической сессией «Образовательный дизайн оценочных процедур как механизм повышения качества образования». Мы очень рады, что в нашей студии сегодня присутствует представитель Федерального научно-методического центра Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского. Алевтина Валентиновна второй день сегодня в Сыктывкаре. Она действительно является проводником очень важных профессиональных смыслов. И мы, коллеги, будем рады, если у вас состоится диалог, даже если мы проводим онлайн-площадку, и может задавать вопросы с точки зрения именно уже оценки деятельности наших образовательных организаций и представителю Федерального научно-методического центра. Нам очень приятно, что сегодня с нами будет работать на площадке, а это действительно профессиональная работа, Надежда Викторовна Бысик. Надежда Викторовна является идеологом проекта «Эффективная школа». В течение долгого времени, наверное, более 80 лет, Надежда Викторовна сопровождала проект школ с низкими образовательными результатами, школ, которые находятся в сложных социальных условиях. Да, это был проект, который был рабочей группой Высшей школы экономики, сформирован именно как модель, которая была впоследствии транслирована во всех субъектах. А сегодня есть уникальная возможность Надеждой Викторовной уже как исследователем академической лаборатории Сберобразования обсудить вопросы, связанные с повышением качества образования на основе новых технологий. Конечно, нам очень важно, что наша конференция в центре внимания, наша конференция именно этому посвящена. Мы определяем в центре внимания это работа со школами, которые сегодня входят в проект 500+. И мы очень рады, что в рамках этой конференции с нами будет работать именно команда муниципалитета города Сыктывкара. Это наши коллеги из школы куратора, школы лидера, и школы, которая сегодня формирует программу развития на основе рисковых профилей. И вот именно эта команда образовательного муниципалитета тоже в центре будет нашего внимания. И я очень рада, что сегодня вместе с нами руководитель проекта «Опорная школа Республики Коми» из города Инты Ольга Михайловна Селезнева. Ольга Михайловна является руководителем опорной школы с точки зрения именно проектирования стратегии развития, трансляции, лучшей практики опорной школы Республики Коми на протяжении уже последних 5 лет. Поэтому нам сегодня, конечно, очень важно, чтобы такая коллаборация, которая сформирована в нашей онлайн-студии, она позволит нам действительно не только выступить, но и обсудить те вопросы, которые для нас являются актуальными. Поэтому, коллеги, кто с нами работает онлайн, я прошу включиться в обсуждение. Наши технологии вам все известны, вы можете задавать вопросы в чате, не стесняйтесь, у нас открытый диалог. Не случайно мы определяем формат нашей сессии именно как стратегический. Исходя из того, что нам надо действительно не только выстроить работу в настоящем, но уже определить те реперные точки, которые впоследствии будут для нас являться именно точками не возврата, а точками роста. Итак, уважаемые коллеги, Надежда Викторовна,
начинает. И я очень рада, что после Надежды Викторовны будет нас выступать Мария Анатольевна Гавова, которая руководит проектом 500+ нашей республики. Это проректор нашего института. Поэтому я очень надеюсь, что вот эти два выступления, они как раз будут являться стратегическими с точки зрения именно понимания роли региональной команды в проекте 500+. Надежда Викторовна, вам слово. У вас очень интересная тема сегодня. Пожалуйста. Да, спасибо, коллеги. Очень коротко хотела бы выразить вам свою бесконечную благодарность. Очень приятно участвовать в таком мероприятии. Очень жаль, что я сегодня с вами не в Сыктывкаре, Да. но вдвойне приятно видеть Алевтину Валентиновну. Прекрасно. Привет, да, Очень Ярославль. да. Я надеюсь, что мое выступление будет полезным. Несмотря на то, что я работаю теперь не в Высшей школе экономики, а в Сберобразовании, а это компания, которая поддерживает Сберкласс и новый проект для взрослых Едутория он называется, я, конечно, продолжаю заниматься школами в сложных условиях и повышением качества образования. Но сейчас моя работа более сфокусирована, я как раз о ней сегодня собираюсь рассказать. В центре нашей работы по повышению качества образования внимание к тому, как действуют и что могут на этой площадке делать учителя. Но поскольку я работаю все-таки в технологической компании, то, значит, слово EdTech включилось плавно в мое выступление. EdTech по-разному все понимают, кто-то как онлайн-образование. Ну, фактически это слово, состоящее из двух слов. Ed, то есть образование, и Tech – это технологии. Поэтому все, что связано с внедрением технологий в образование, и вот заставка Сберкласса здесь на моем слайде, это сейчас, конечно, то, чем следует заниматься, но как при этом повысить качество образования, вот это интересный вопрос. Давайте вместе разберемся. Итак, совершенно очевидно, что сегодня качество образования понимается по-новому. Ну, может быть, не совсем по-новому, но гораздо шире, чем мы понимали раньше. Вводится новое понятие «мягкие навыки». Вот на картинке как раз коллаборация представлена, ребят, да? Мы переходим от соответствия норме к академическому прогрессу. Недаром в последние годы так популярным стало, скажем, формативное оценивание, какие-то оценочные рубрики, критериальное оценивание. То есть для нас сейчас важно, как ученик идет к своему прогрессу, как меняется качество его образования. Дальше появляется новый результат образования – благополучие. Все больше мы говорим о том, что высокие академические результаты не гарантируют качество жизни и продолжение образования. Ребенок должен находиться в благополучной среде. Он должен быть физически, психически, эмоционально здоров. Ну и, конечно, для этого очень важно внедрение технологий. Кстати, вот посмотрите внимательно на картинки снизу. 3 ученика перед учителем, 2 присутствуют в классе, а 3 робот. И я таких роботов видела своими глазами. Таким образом, ребенок, который находится на домашнем обучении, может реально присутствовать в классе. И я видела, как ребята даже его берут с собой в столовую на переменах, потому что в столовой тоже есть о чем поговорить. Таким образом, новое понимание качества образования требует от нас новых решений. И тут есть некоторое противоречие. Я, несмотря на то, что я теперь, так сказать, адепт информатизации, всего, что с ней связано, честно с вами поделюсь. В 2018 году вышел очередной доклад ОЭСР, и там было сказано, что нынешние программы и платформы, вот эти самые цифровые, на которых мы работаем, они часто разрабатываются на основе идей разработчиков и рынка, не связанных с образовательными, педагогическими целями и научными исследованиями. Мы действительно это наблюдаем. Как строится контент на образовательных цифровых платформах? Очень часто люди, которые его формируют, ориентируются на видеоигры, на какие-то популярные сервисы и так далее, и так далее. Они прекрасно знают, как построить красивую цифровую среду. Но при этом включены ли в это строительство педагогические цели, принципы и так далее. И это, знаете ли, нетривиальная задача, потому что мы априори полагаем, что раз у нас есть информационные технологии на уроке, значит, мы учим лучше. Нет, ничего подобного. Вот если информационные технологии соединить с нашими педагогическими эффективными подходами, вот очевидно, тогда будет гораздо лучше. И ориентируясь вот на эту задачу,
мы подготовили так некоторый ответ, поскольку у нас академическая лаборатория, то есть исследовательская в Сберобразовании. Мы считаем, что необходимо изучать результативные учительские практики, которые нацелены на достижение тех самых новых образовательных результатов в виде академического прогресса, в виде субъективного благополучия. И если говорить метафорично, то наше исследование практически похоже на вернее, суть его выражает вот эта самая картинка, да. Плох тот представитель там управляющей компании ЖКХ, который асфальтирует дорожки к дому, не ориентируясь на те тропинки, по которым ходят люди. А хорош, наоборот, тот представитель ЖКХ, который асфальтирует эти самые тропинки. Поскольку люди выбирают самые эффективные, самые результативные практики и технологии, самые короткие, быстрые пути к своему дому. И если технологии будут опираться вот на эти самые пути, на то, что мы с вами уже умеем делать хорошо, вот мне кажется, что цифровизация гораздо в большей степени будет способствовать повышению качества образования. И тут мы возвращаемся к интересной вещи. Наверное, вы видели этого человека, это Джон Хетти, тоже весьма популярный исследователь, который занимается тем, что по всему миру последние 15-20 лет собирает исследования в области образования, рейтингует их, присваивает им некоторые факторы и выделяет те технологии, способы, приемы и средства, которые гарантированно, что проверено математическими методами в исследованиях, повышают качество образования. Вот его рейтинг последний, по-моему, 16 или 18 года. Лучше всего повышает качество образования способность учителей оценивать достижения ученика. То есть объективность оценивания, да? Дальше, второй фактор – коллективная эффективность учителей, когда учителя работают командой по технологии, например, коллективного планирования анализа уроков, которые мы долгие годы учим педагогов. На третьем месте – самооценка оценок, то есть когда ребенок объективно оценивает себя и свои перспективы в учебном процессе. И вот, кажется, весь перечень есть. Бери, учитель, и применяй. Но не получается. Ничего подобного. Почему? Потому что, обратите опять внимание на картинку, когда учитель заходит в класс и заводит туда учеников, он закрывает за собой дверь. И что происходит там на уроке, мы очень часто не знаем. Какие технологии из списка Хетти он использует? В каком сочетании? Как он работает с этими учениками? А как работает с тем классом? Мы очень мало себе представляем, поскольку такая педагогическая культура у нас. Нагрузка большая, так сказать, времени мало, и мы очень редко посещаем уроки друг друга, а уж исследователи на урок попадают так совсем в редких случаях. И поэтому мы совершенно реально не знаем ответы на вопросы. А как именно учителя добиваются этого самого академического прогресса и благополучия? И как такая работа настроена на разных уровнях? В классе, в команде учителей, в школьном коллективе. И если бы мы, исследователи и сами учителя, знали ответы на этот вопрос, мне кажется, что это было бы прямо работало бы на повышение качества образования. Независимо даже от того, применяем мы цифровые технологии или не применяем. И вот, так сказать, мы решили этой задачей серьезно заняться и разработали дизайн исследования, которое мы проводим в школах Сберкласса. У нас есть 15 школ-победителей конкурса на лучшее внедрение персонализированной модели образования. Этот конкурс проводил благотворительный фонд «Вклад в будущее». И вот эти 15 школ в разных регионах любезно пустили нас, исследователи академической лаборатории, к себе в школу для того, чтобы мы могли провести исследования. Мы действуем традиционными методами. Сначала выбираем школы, те, которые совершенно обычные, школы микрорайона, так сказать, которые не выбирают детей. Затем мы анкетируем детей и смотрим, какой уровень социального благополучия, субъективного благополучия у этих детей. То есть они учатся с удовольствием, либо, так сказать, преодолевают и так далее.
В этих школах мы ищем учителей, которых педагогический коллектив считает результативными. Результативность тоже устанавливается совершенно простым способом. Мы берем текущие оценки за четверти, смотрим успеваемость, качество знаний и смотрим динамику. То есть должен быть такой стабильный прогресс. Хотя должна сказать, что это сложно сделать, поскольку 2020 учебный год был совсем нетипичный, и очень трудно найти учителя, который, так сказать, добился прогресса, такого стабильного, хорошего качества знаний в течение вот последних 3 лет. Дальше мы проводим интервью с учащимися и учителями, фотографируем образовательное пространство, поскольку очень интересно всегда, что происходит в классе, какие есть технические средства, какие другие средства обучения, и таким образом проводим наше исследование. Мы его уже запустили, мы побывали в школах города Липецка и в школах Нижнего Новгорода. И почему я это рассказываю учителям? Да потому что результаты этого исследования, они одинаково востребованы и исследователями, и учителями. Вы знаете, вот мы когда проводили, вернее, наблюдения на уроках проводили, а мы делаем это очень просто. Мы брали школьный ноутбук, устанавливали, там есть бесплатное программное обеспечение, ставили один ноутбук напротив доски, рядом с доской, другой в конце класса напротив окна. И записывали урок, просто записывали на видео. И для того, чтобы нас пустили на урок, мы подготовили информированные согласия, мы долго уговаривали учителей, учеников и родителей, чтобы нам разрешили снимать. Мы говорили, что мы никогда не покажем эти видеозаписи, что мы будем все транскрибировать, превращать в текст, в такую стенограмму урока и так далее. Но вот эти самые видеозаписи были очень востребованы школами. И я знаю, что те школы, которые их сделали, они сейчас их пересматривают, потому как это очень четкая, понятная обратная связь учителя. И в плане того, сколько раз он подошел к какой партии, и в плане того, как он говорил, и в плане эмоционального отклика детей, хотя мы снимаем их сзади. Поэтому исследование и обратная связь на основе исследовательских данных, она, конечно, сильно улучшает качество образования совершенно точно. Есть и прямые инструменты, как повысить качество обучения. И вот один из инструментов, который разработан Всемирным банком, он называется Teach. И это, смотрите, такая карта наблюдения и инструкция к этой карте наблюдения. И с этой картой каждый учитель или зауч может пойти на урок к своему коллеге, к учителю и пронаблюдать в некоторую группу навыков. Первое – это культуру в классе, второе – это качество преподавания, третье – это проявление и развитие социально-эмоциональных навыков. Но почему я именно этот инструмент привела на слайд? Да потому что, коллеги, он очень высокоточный, так сказать, он очень серьезно, научно разработан. И сделан этот инструмент на основе исследований, проведенных с применением искусственного интеллекта. Наблюдение на уроках, интервью, фокус-группа с учителями и другие методы исследовательские использовать для того, чтобы разработать вот эту вот карту отслеживания на уроке. А затем все данные были переданы алгоритму, который, так сказать, наиболее эффективные способы наблюдения определил, и была создана вот такая карта. Причем тут еще технологии. Вот смотрите, вот этот пример исследования Всемирного банка, он уже не единичный. С правой стороны на карте, вернее на слайде, приведен товарный знак компании Megapewter. Это очень большая консалтинговая коммерческая компания, которая с помощью технологии искусственного интеллекта отвечает на многие запросы многих предприятий. Благодаря тому, что сейчас очень многие вещи в коммерции, там, в торговле, в промышленности существуют в электронном виде, все эти данные собираются, загружаются в искусственный интеллект, и, соответственно, искусственный интеллект готовит отчеты, вырабатывая наиболее эффективные решения, не просто потому, что вот как у Джона Хетти они когда-то кем-то было доказано, что они эффективные, а потому что эти эффективные решения основаны на тех данных, которые компания загрузила. А вот с левой стороны новый проект фонда «Вклад в будущее», он называется «Доказательное образование» и предполагает создание цифровой платформы,
которая будет доступна всем участникам образовательного процесса, и управленцам, педагогам, и психологам, и на которой будут размещены механизмы и инструменты для самостоятельного проведения исследований. Коллеги, радостно это или не радостно, но монополия на исследование, она стремительно сокращается. И сегодня, вот благодаря таким цифровым решениям, исследователем может быть не только человек, профессионально занимающийся этим, но и любой учитель. И если исследовательские данные он умеет собрать, обработать и проанализировать, то, конечно, он найдет те способы и методы, которые помогут ему лучше преподавать и повышать качество образования. Именно поэтому мы сейчас вот вместе с коллегами из Липецка, Нижнего Новгорода, а также с представителями 3 магистерских программ, поддержанных фондом «Вклад в будущее». Это программы в Высшей школе экономики, в Московском городском педагогическом и в Санкт-Петербургском университете. Мы создаем сетевую исследовательскую лабораторию как объединение ученых и практиков. Это будет сделано как единая цифровая платформа, на которой мы разместим вот эти самые данные, собранные на уроках, наблюдения, конечно, в текстовом виде, расшифрованные уже интервью и так далее, и так далее. И эти общие исследовательские данные будут доступны для анализа с применением в том числе искусственного интеллекта, для того, чтобы находить методы и способы, которые могут в конкретных условиях у конкретного учителя в конкретном классе повышать качество образования. Поэтому первое, что может сделать школа для того, чтобы к этому проекту присоединиться, это вот пригласить исследователей и у себя организовать вот такой процесс видеозаписи уроков, интервьюирования и разработки, составления моделей эффективного преподавания, типичных для данной школы. И мы с такими школами работаем. Все, что нужно этой школе, это вот оборудование. Но это у нас тут так красиво на картинке приведено. Мы поначалу думали, что нам придется снимать там с помощью программного обеспечения, может быть, даже там каких-то стадикамов, или там вот это набор блогера, который здесь у нас. Ничего подобного. Оказалось, что достаточно 2 ноутбуков, но если исследование наше расширяется, и мы хотим улавливать не только там какие-то педагогические технологии, но и другие вещи, то нам еще нужны будут петличные микрофоны. Мы тоже уже их используем, одеваем на учеников, на учителя для того, чтобы четко понимать, как каждый ученик реагирует на учителя. Мы думаем о том, чтобы пойти дальше. Сейчас есть разные системы прокторинга, которые помогают отслеживать там, взгляд, внимательность и так далее, и так далее. Пока по работе с цифровым контентом, но, в общем-то, как реакция на слова учителя в классе, это тоже вполне можно. Таким образом, школы, которые уже участвуют в нашем проекте, значит, они получают что? Описанный опыт работы тех учителей, которых мы наблюдаем, команду учителей с опытом проведения исследований в классе, поскольку мы работаем вместе с педагогами, сотрудничество с другими школами на единой цифровой платформе для проведения исследований и улучшения качества образования, ну и обучающие семинары, которые мы, конечно, проводим в школе, как только туда попадаем. Итак, коллеги, мой тезис очень прост. Надо собирать данные, надо участвовать в исследовательской работе. Она стала проще и доступнее благодаря цифровым сервисам и платформам, которые автоматизируют функции, выполняемые ранее вручную профессиональными исследователями. И нам кажется, что вот этот такой некоторый EdTech, путь повышения качества образования через исследования, он весьма сегодня и актуален, и возможен, и, конечно, полезен. Еще раз спасибо, я жду, если будут вопросы, готова буду ответить. Надежда Викторовна, благодарны за ваше стратегическое выступление для нашей республики. Почему стратегическое? Потому что мы понимаем, что наша готовность принимать участие в исследованиях, она должна стать уже нашей потребностью, и действительно мы готовы войти в очень важный проект. И самое, конечно, для нас принципиальное – это именно ваше методологическое решение, что начинать необходимо оценивать любой процесс именно с исследования. Вот это очень важный принцип методологический, поэтому спасибо вам, Надежда Викторовна. Мы очень надеемся, что
в этом году у нас получится с вами встретиться очно, у нас будут ближайшие интересные события, связанные с молодыми педагогами. Вы с нашими молодыми педагогами работали на хакатоне, поэтому мы будем надеяться, что в рамках очной встречи у нас получится принять какие-то уже управленческие решения и пригласить наших коллег, наши школы войти в этот интересный исследовательский проект. Спасибо, Надежда Викторовна. Нам было очень важно услышать, каким образом сегодня вы, как профессионал, включаетесь именно в измененную систему, связанную именно с повышением качества образования. Изменения, конечно, связаны с тем, что сегодня не только государство, но очень важны и общественные организации, очень важна роль Сбербанка в изменениях именно, которые сейчас необходимы нашей России. Спасибо, Надежда Викторовна. Спасибо, коллеги. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Уважаемые коллеги, я передаю слово Марии Анатольевне Габовой, проректору по научно-методической работе Комреспубликанского института развития и образования. Сегодня мы будем вместе с вами рассуждать о том, каким образом антирисковые программы школ, которые принимают участие в проекте 500+, они являются для нас основанием для изменения системы оценивания. Программа антирисковых мер по преодолению риска необъективных результатов всероссийских проектных работ. Тема не узкая, как вроде бы нам показалось сначала, но нам хочется именно, чтобы вы увидели те меры, которые сегодня должны включены быть в каждую программу нашей школы. Мария Анатольевна, вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы говорим о том, что очень важным условием для повышения качества образования является объективность тех оценочных процедур, которые мы с вами осуществляем, в том числе и объективность результатов ВПР. Все мы с вами знаем, что Рособорнадзор проводит диагностику, да, и рассчитывает показатель уровень объективности оценки образовательных результатов в субъекте Российской Федерации. Вот в данном случае на слайде эти показатели обозначены. Да. Это и завышенные средние значения среднего балла, это и несоответствие результатов ВПР и школьных отметок текущих, это и резкое возрастание результатов одной параллели 4 класса к 5, и наоборот резкое падение результатов одной параллели 4 класса к 5 по различным предметам. И на данной диаграмме вы видите, как изменялось количество школ с признаками необъективности у нас в Республике Коми. Да? Если в 2020 году таких школ было выявлено 34, то в 2021 году таких школ 21 школа, и с этими школами мы организуем необходимую работу. Что приводит нас с вами к рискам возникновения объективных результатов? Проблемы, они могут быть связаны и с организацией всероссийских проверочных работ, например, когда информация о сроках и порядке проведения ВПР не размещается на информационном стенде, не размещается на официальном сайте в сети интернет, не организуется дежурство вне аудитории во время проведения всероссийских проверочных работ, либо не обеспечено присутствие общественных наблюдателей и другие. Также проблемы могут быть связаны с недостаточной подготовкой кадров для организации и оценивания всероссийских проверочных работ. Да, например, это молодые специалисты, которых мы привлекаем к организации всероссийских проверочных работ, или педагоги, у которых был перерыв в работе, и мы с ними не проводим дополнительной работы. Это может быть и недостаточная компетентность педагогов в оценочной деятельности, да, когда не все педагоги однозначно понимают правильно те критерии, по которым они должны работы оценивать. Также проблемы могут быть связаны непосредственно с той работой, которую мы организуем с обучающимися. Да. Например, еще до сих пор в некоторых образовательных организациях существует практика целенаправленной подготовки обучающихся по типовым заданиям ВПР. Да, это вот то, что мы с вами называем натаскивание на результат. Либо наоборот мы видим, да, что педагоги помогают ребятам непосредственно уже во время проведения всероссийской проверочной работы. Также можно выделить отсутствие систематической подготовки к достижению метапредметных результатов. И часто в школах не принимаются меры по организации работы с теми ребятами, которые испытывают трудности в обучении по результатам предыдущих всероссийских проверочных работ. Но проблемы также возникают и на этапе проверки всероссийских проверочных работ, когда в образовательной организации отсутствуют единые подходы к проверке
когда проверка работы осуществляется не в соответствии с критериями или не соответствуют выставленные баллы утвержденным критериям, либо учителя выставляют баллы за те задания, которые ребенок вообще не выполнил. Да? По идее, должен быть 0 баллов, да? А какие-то другие баллы учителя выставляют. Имеются факты нарушений просто технического характера при подсчете итоговых баллов и при переносе их в ФИСОКа. Ну и в целом бывает, что в школе фигурирует необъективная оценка качества знаний. В Республике Коми организована работа по обеспечению объективности результатов всероссийских проверочных работ. Ежегодно осуществляется перепроверка всероссийских проверочных работ с участием республиканских методических объединений и на уровне муниципалитетов муниципальных методических объединений. Разработана система мероприятий по научно-методическому сопровождению школ, которые осуществляет наш Институт развития образования. И организована адресная работа непосредственно со школами. Кроме того, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 21 сентября 2021 года утверждена дорожная карта на 2021-2022 учебный год. В данную дорожную карту включены следующие направления. Это анализ деятельности по обеспечению объективности результатов ВПР, это организация проведения ВПР и методическое сопровождение организации и проведения всероссийских проверочных работ. Институт осуществляет непосредственно третье направление деятельности по методическому сопровождению организации и проведению всероссийских проверочных работ. При этом школы могут опираться на те рекомендации по повышению объективности оценки образовательных результатов, которые были доведены письмом Рособорнадзора от 16 марта 2018 года, в котором обозначено, что обязательно при обеспечении объективности должно быть описание оценочной процедуры, которая закрепляет соответствие этой оценочной процедуры принципам. На региональном муниципальном уровне должен быть организован контроль соблюдения всех положений и регламентов, проведенных в описании оценочной процедуры. Кроме того, важное направление деятельности в образовательных организациях – это формирование участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. Итак, как же образовательная организация может определить, объективно или необъективно проведена процедура всероссийской проверочной работы? Первый шаг, который делает организация, вы должны представить общую информацию об участниках ВПР. Далее, второй шаг – провести сравнение отметок, которые получены участниками ВПР. Далее, провести сравнительный анализ результатов ВПР с отметками по журналу, да, выявить, есть ли существенные расхождения между результатом всероссийской проверочной работы и текущей оценкой. Если они есть, то, возможно, да, что-то где-то у вас, какие-то нарушения были допущены. Четвертым шагом рассматриваем распределение первичных баллов ВПР в школе, наблюдаем, есть ли какие-то существенные скачки на границе баллов. Распределение должно быть нормальным, да, то есть диаграмма, которую мы с вами выстроим, да, по результатам, она должна быть плавной, без резких пиков. И анализируем результаты выполнения отдельных заданий проверочной работы. Также очень важно провести анализ выполнения заданий всеми группами участников и составить краткое резюме в виде обобщенных выводов. То есть если у вас по каким-то параметрам, да, по каким-то шагам выявились несоответствия, то можно говорить о том, что в школе существуют признаки риски, да, необъективности результатов проведения либо оценивания всероссийских проверочных работ. Если вы эти признаки установили, то школа должна предпринять определенные шаги. Мы предлагаем сформировать такую программу антирисковых мер по преодолению риска необъективных результатов всероссийских проверочных работ. Эта программа содержит в себе конкретные задачи мероприятий, которые должны быть согласованы с показателями и целями. На данном слайде представлены основные разделы антирисковой программы, которые вы можете включить. Это цель и задачи, целевые показатели, методы сбора и обработки информации, сроки реализации, меры мероприятия по достижению цели и задач, ожидаемые конечные результаты, исполнители. И в приложении может содержаться дорожная карта реализации программы антирисковых мер, которая может быть выстроена вот по данной структуре. 4 основных направления деятельности мы предлагаем отразить. Это организационная деятельность, аналитическая деятельность, работа с педагогами и работа с обучающимися. Какие меры может предпринять образовательная организация по обеспечению объективности? В рамках организационной деятельности это, конечно же, разработка школьного регламента проведения ВПР. Это четкое соблюдение инструкций и правил. Это исключение мотивации педагогов для завышения баллов участникам. Это обеспечение
хранение видеозаписи проведения ВПР, приказов, других распорядительных актов и заполненных актов общественного наблюдения. Конечно, это оценивание ВПР с привлечением работы комиссий и экспертов в соответствии с критериями оценивания. Это выборочная перепроверка ВПР в тех организациях, в которых выявлены вот такие признаки рисков необъективности. Это проведение оценочной процедуры организаторами из числа педагогов, которые не работают в данном классе с данными ребятами и данный предмет не преподают. Но, конечно, с такими педагогами должна быть организована определенная подготовительная работа. В рамках аналитической деятельности мы рекомендуем следующие меры. Это анализ результатов ВПР по всем предметам, по всем параллелям, по всем обучающимся, в том числе и на установление степени соответствия оценок за ВПР оценкам по журналу. Это проведение детализированного анализа результатов. Это выявление в системе той динамики, которая характеризует изменение качества подготовки обучающихся. То есть мы должны проанализировать результаты одних и тех же детей от класса к классу и проанализировать результаты по группам сформированности умений. И, конечно, очень важно обратить внимание на выстраивание внутришкольной системы оценивания с учетом опыта участия в процедурах независимой оценки качества образования. При работе с педагогами важно принять меры, которые будут направлены на устранение выявленных дефицитов знаний обучающихся. Да? Мы должны скорректировать рабочие программы при необходимости и осуществлять контроль и анализ результатов. При этом, обратите внимание, да, красная рамочка, чего делать нельзя. Нельзя оценивать учителей по результатам ВПР, нельзя поощрять 100% успеваемость, нельзя наказывать за низкие результаты, нельзя натаскивать обучающихся на выполнение ВПР. При этом необходимо делать что? Необходимо осуществлять регулярную работу методических объединений, на которых организовывать обсуждение ошибок, которые ребята допускают в ВПР, и способов предотвращения данных ошибок. Очень важно организовать мониторинг результатов. Очень важно оказать методическую помощь учителям, обучающимся которых показали низкие результаты. Вы всегда можете обратиться в наш институт, и мы окажем вам адресную необходимую методическую поддержку. И, конечно, это направление учителей на дополнительное обучение. При работе с обучающимися мы рекомендуем задействовать следующие меры по обеспечению объективности. Это формировать у ребят способность применять полученные знания для решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами учебного предмета, да, непосредственно при изучении учебного предмета. Важно проанализировать вместе с ребятами, да, результаты ВПР, установить дефициты, которые у них возникают во владении определенными знаниями и умениями, и сделать это и для каждого учащегося, и для класса в целом. И далее необходимо, конечно, внести определенные корректировки в рабочую программу учебного предмета. Если ребята показали низкий уровень выполнения диагностической работы, то важно организовать для них индивидуальные либо групповые занятия по отработке тем, которые недостаточно усвоены. И, конечно, очень важно включать на уроках специальные задания по работе с текстами, задания, которые развивают навыки самоконтроля, повышают внимательность и так далее, да, задания на формирование функциональной грамотности. Все это очень важно осуществить непосредственно в работе с обучающимися. Институт предлагает различные мероприятия, направленные на методическую поддержку управленческих команд образовательных организаций, педагогов. По заявкам от организации методических служб мы организуем консультирование управленческих команд. Мы можем приехать непосредственно к вам, да, в рамках нашего проекта «Мобильный методист в муниципалитете». Коллеги, мы рекомендуем вот такую антирисковую программу сформировать в вашей образовательной организации, если по итогам самоанализа вы увидели, что у вас есть признаки рисков необъективности результатов всероссийских проверочных работ. Спасибо. Спасибо, Мария Анатольевна. Уважаемые коллеги, традиционно мы рассматриваем тему риска возникновения объективных результатов. К большому нашему сожалению, мы констатируем, что количество школ с необъективными результатами, оно остается неизменным. Да, появляются новые школы, какие-то школы уходят из этого списка, но сама тенденция, она для нас является уже какой-то определенной нормой. Конечно, мы не можем рассматривать эту норму именно как тенденцию, которую надо принять. На протяжении последних 4 лет выстроено очень много управленческих решений на уровне республики, муниципалитетов, образовательных организаций. И у меня вопрос к руководителю проекта «Опорная школа», это гимназия города Инты, Ольга Михайловна. Вот на ваш взгляд, каким образом сегодня именно опорные школы, а у нас их 8 опорных школ, у нас это методические центры, внутри вашей организации
в муниципалитете могут сыграть очень важную роль по именно изменению отношения учителя к самим оценочным процедурам? Галина Владимировна, спасибо за вопрос. Ну, я хочу сказать о том, что мы были участниками проекта «Школа 500+» в статусе школы-лидера. И сегодня вот одно из выступлений в рамках следующего кейса, которое прозвучит, это будет специалист школы номер 6 города Инты. Как раз-таки вот ее доклад будет посвящен механизмам преодоления рисков низких образовательных результатов. И эти механизмы, они являются довольно показательными в том плане, на какой уровень школа номер 6 вот она вышла. И в том числе этот уровень, он стал возможным благодаря вкладу управленческой команды опорной школы. Кроме этого, учителя опорной школы являются руководителями 6 городских методических объединений, и на заседаниях городских методических объединений постоянно поднимаются и рассматриваются вопросы совершенствования системы оценки качества образования. Кроме этого, учителя гимназии в составе команды экспертов принимали участие в перепроверке тех результатов ВПР в 2021 году, которые вызвали определенную тревогу, и вот работали в рамках приказа, о котором Марина Анатольевна сегодня говорила. Это августовский приказ 2021 года. Ну, вот, пожалуй, наш вклад в систему муниципальную таков. То есть в определенной степени тренд по горизонтальному обучению, то есть когда у педагогов, которые демонстрируют результаты, есть еще наставник методический из опорной школы, это играет свою роль в изменении отношения педагога к оценочным процедурам. Да, безусловно, безусловно. И я очень рада, что Иван Николаевич у нас, наверное, на протяжении 4 лет всегда является членом нашего методического актива, сопровождает и молодых педагогов, и сейчас уже в роли руководителя проекта, который связан именно с сопровождением школ, которые демонстрируют низкие результаты. Иван Николаевич, вот проблема необъективных результатов, она будет всегда для нас актуальной? Ну, для нашей конкретной школы, конечно, нет, потому что здесь во многом, как уже Мария Анатольевна сказала, зависит от того, как организован процесс в школе по проведению, по оценке, по оцениванию этих работ. Поэтому здесь полностью это компетенция управленческой команды школы. Очень хорошо. Спасибо. Поэтому сегодня мы рады, что вы принимаете участие в нашей сессии именно как управленческая команда. Вы пара управленческих команд, и я бы хотела, чтобы именно в своем выступлении действительно вы рассказали о тех продуктивных механизмах взаимодействия, которые позволяют вам выйти на новые результаты. Итак, Людмила Ивановна Бакушкина, заместитель директора средней общеобразовательной школы номер 15 города Сыктывкара, и Бабков Иван Николаевич, заместитель директора школы номер 35 города Сыктывкара. Пожалуйста, коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить опыт работы школы куратора и школы с низкими образовательными результатами на примере взаимодействия школы номер 35 и школа номер 15 города Сыктывкара. Мы были определены как участники этого проекта согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в феврале 2021 года. И в марте 2021 года мы уже совершили первые визиты в 15-ю школу с целью изучения, во-первых, документов школы номер 15, работы педагогов в ГИС «Электронное образование». Ну и, конечно, была проведена встреча на уровне административных команд 2 школ. И, конечно, после первых 2 семинаров, о которых чуть позже я скажу, были проведены мероприятия, которые касались взаимопосещения уроков у педагогов 15-й школы. Вот после того, как мы познакомились, мы, естественно, понимали, какая ситуация в 15-й школе, да, ее сильные, слабые стороны педагогического коллектива. Ну и после этого мы совместно начали разработку планов работы по рисковым профилям
с Людмилой Ивановной в основном взаимодействовали, и при сопровождении муниципального координатора Корневой Ларисы Борисовны такая работа у нас началась. Что касается первых мероприятий, которые мы провели на базе 15-й школы, это 2 практикоориентированных семинара, в которые были включены все педагоги 15-й школы, управленческая команда школы, ну и управленческая команда, как вы видите, 35-й школы. Первое мероприятие, оно было посвящено все-таки результатам анализа ведения электронного журнала учителями. К первой встрече, конечно, мы большую работу провели по анализу работы педагогов в этой системе, выявили определенные, конечно, трудности, сложности, с которыми сталкивались педагоги. Второй вопрос, как вы видите, первое мероприятие – это использование ресурсов ГИС «Электронное образование» для реализации требований в ГОС. И здесь мы с учителями 15-й школы как раз определили те формы заданий, типы заданий, которые мы можем использовать для достижения предметных, метапредметных результатов. Вот. Ну и третий вопрос, он касался уже практикума по обоснованию форм заданий, по формированию оценки предметных результатов. То есть ключевые проблемы, которые были определены вот в рамках первого мероприятия, они касались того, что, ну вот в качестве примеров можно выделить, что организация домашнего задания через ГИС «Электронное образование», к сожалению, она не была направлена на развитие метапредметных и предметных умений. Вот это, наверное, одна из таких типичных сложностей, которая была у нас. Второе, конечно, это тоже то, что мы заметили в работе педагогов 15-й школы, к сожалению, отсутствовал единый подход к организации контрольно-оценочной деятельности педагогов школы. Это тоже, естественно, мы отрабатывали в рамках первого семинара. Вот. Второе мероприятие на следующий день, которое мы провели тоже, оно касалось уже программы, реализации программы развития универсальных учебных действий. И здесь мы сделали акцент на работу, на стратегию смыслового чтения. Также для коллег был проведен практикум, который касался разработки заданий как раз на основе работы с текстом. Вот. Ну и мы видим, что здесь, в принципе, такая работа была проведена по группам. Вот. Для некоторых коллег, которые работали в группе, конечно, это тоже было определенное открытие вот в плане именно того, что все-таки сегодня текст – это ключевой инструмент, с которым нужно работать. Вот. И не только с точки зрения того, что есть определенные задания в оценочных процедурах, но и с точки зрения того, что сегодня у нас метапредметные умения, они в основе планируемых результатов учащихся. Вот. Дальше, конечно, если подводить такие промежуточные результаты вот по первому этапу, который у нас был весной 2021 года, то мы понимаем, что коммуникация у нас была постоянно в 2021 году. В 2020 году прямого взаимодействия между 35-й и 15-й школой не было. В 2021 году мы видим, что взаимодействие было через различные мессенджеры и так далее. И сегодня, конечно, эта работа также продолжается. И по текущим работам, несмотря на то, что мы уже, скажем так, закончили участие именно в федеральном проекте 500+. Вот, поэтому такое взаимодействие сегодня все равно продолжается. Если говорить о целеполагании, как мы выстраивали работу, конечно, наша работа, она во многом ориентировалась на те факторы риска, которые были определены по результатам анкетирования. В анкетировании участвовали педагоги 15-й школы, родители, ученики. И вот мы выявили те болезненные, может быть, направления, которые нужно было развивать. И среди направлений, которые представлены на слайде, хочется отметить именно направление, которое было системообразующее. Это второй фактор риска – недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников. То есть мы, конечно, понимали, что именно вот это направление, оно является ключевым в нашей работе. Ну и понятно, что взаимодействие, которое мы выстраивали в 2021 году, мы подтверждали свою работу в системе информационной мониторинга электронных дорожных карт, и необходимые документы, которые требовались для подтверждения реализации мероприятий антирисковой программы, конечно,
мы подготавливали совместно. И, конечно, система позволяла нам общаться с Людмилой Ивановной дистанционно через систему чата, когда предлагался, например, какой-то документ Людмилы Ивановны, я внимательно смотрел и тут же давал обратную связь, что насколько документ действительно готов или стоит его, например, доработать. Вот. Ну вот вы видите здесь, как мы общались в этой системе. Значит, понятно, что когда мы разрабатывали стратегические документы, это концепцию развития, это среднесрочную программу развития школы, программу антирисковых профилей, конечно, мы тоже для себя сформировали определенные важные умения управленческие. Во-первых, освоили технологию SMART уже до конца, ну и применяли метод стратегического планирования, SWOT-анализ тоже при постановке задач, определении рисков. Вот с рисками мы поработали очень тоже плотно, потому что в процессе уже реализации планов и в процессе проведения мероприятий, конечно, мы здесь корректировали свою работу, и некоторые изначально задачи, которые были поставлены в программные документы, конечно, мы корректировали. Вот. Это что касается уже формирования непосредственно наших управленческих умений. Вот. Ну и если мы говорим еще по итогам первого этапа, весна 2021 года, по итогам, значит, и анализа работы педагогов в электронном журнале, и по итогам все-таки взаимопосещения уроков, конечно, мы увидели те тоже определенные дефициты, с которыми столкнулись педагоги. Они тоже здесь представлены перед вами. Ключевой, конечно, дефицит, он касается того, что педагоги, к сожалению, они не в полной мере были ориентированы при проведении уроков именно на результат. А все-таки ориентировка была больше на содержательную составляющую, на предметную составляющую, которая вот была задачей у педагога. Вот. Это что касается тех дефицитов, которые мы выявили. Ну и, конечно, мы продолжили эту работу уже осенью 2021 года. Были проведены мероприятия тоже по нескольким направлениям. Они все касались именно направление, которое касается развития предметной и методической компетентности педагогических работников. Ну, во-первых, здесь мы, опять же, несколько раз приезжая в 15-ю школу, уже как свои педагоги, мы здесь, во-первых, провели такую работу, которая касалась разработки плана профессионального развития педагогов. И, конечно, здесь педагоги разрабатывали планы на основе анализа образовательных результатов учащихся по итогам внешних оценочных процедур, то есть те умения, которые у детей западали при проведении, ну, по итогам оценочных процедур, а анализ такой тоже был сделан Людмилой Ивановной. То есть здесь мы как раз вот на основе этих результатов с учителями работали совместно. Учителя истории работали в своей группе, учителя математики своей. То есть по предметному здесь принципу мы организовали работу, и мы видим, что в ноябре 2021 года уже первая часть учителей 15-й школы, они защищали эти планы профессионального развития. Сегодня они продолжают реализовывать эти планы. Вот. Понятно, что такая работа, она была проведена на основе как раз системы наставничества, то, что мы здесь видим. Ну и второе направление, которое было проведено также осенью и зимой, это серия обучающих вебинаров для учителей 15-й школы по вопросам формирования оценки функциональной грамотности, тем более, что в этом учебном году этот вопрос, это направление является ключевым во всех школах республики. Вот, поэтому мы такие вебинары провели, причем тоже провели отдельно для учителей истории сначала в ноябре. И здесь, вот, например, учителям истории было чем поделиться с коллегами, потому что мы уже проводили такую олимпиаду по функциональной грамотности вот для пятиклассников, которая касалась, например, читательской грамотности и креативного мышления. Причем такая олимпиада была проведена на основе содержания материала по истории Республики Коми.
Вот. Дальше подключились учителя математики, причем темы, которые были сформулированы, они фактически были даны по запросу коллег из 15-й школы. Вот. Им было, например, очень тоже приятно послушать и применить уже в своей школе опыт коллег наших, который касается, например, организации промежуточной аттестации по геометрии в форме зачета. Дальше подключились к нам учителя географии и учителя иностранного языка. И в основном мы видим, что темы касались именно основных умений, которые касаются и метапредметных, и предметных. Ну и на чем мы, в принципе, остановили взаимодействие в рамках федерального проекта. Здесь мы определенные качественные изменения у коллег, конечно, зафиксировали. Они касались того, что все-таки уроки, которые были проведены осенью, конечно, они в значительной степени отличались от первого этапа, который был проведен весной. Самый сложный, наверное, момент, который касался нашего взаимодействия, это все-таки позитивно настроить педагогов и 35-й школы, и 15-й на взаимное сотрудничество. Вот. Ну и, конечно, Людмила Ивановна уже об этом сейчас расскажет. Учителя 15-й школы очень активно включились и на муниципальном, и на региональном уровне в конкурсное движение и учащихся, и учителей. И это в конечном итоге тоже принесло определенные результаты. Опять же, по тем факторам риска, которые мы определили, они все-таки значительно минимизированы были. Вот, поэтому это что касается нашей точки зрения, нашего взгляда именно школы куратора 35-й. Вот и с радостью готов передать слово Людмиле Ивановне. Симона, пожалуйста, вас слышно. Пожалуйста, начинайте. Здравствуйте всем. Меня зовут Людмила Ивановна, и я готова вашему вниманию предложить промежуточные результаты нашей среднесрочной программы, которая рассчитана у нас с 21 по 23 год. Вот. Когда прошло в прошлом году, в 2021 году, в феврале, анкетирование учителей, учащихся родителей, выделены рисковые профили из 10, 6 я тут выделила. Иван Николаевич выделил 7, у нас там был еще высокий уровень обучающихся с УВЗ, но мы этот рисковый профиль не взяли, потому что у нас, в принципе, немного учащихся таких, и, в принципе, они не испытывают такие трудности, с которыми можно было бы работать. Хотя мы их все равно не откидываем, мы с ними дальше работаем. Вот, поэтому мы оставили 6, это, конечно, предметы методической компетентности работников, низкая учебная мотивация, низкая дисциплина, высокая доля обучающихся с рисками неуспешности, низкий уровень вовлеченности родителей и низкий уровень технической оснащенности. И исходя из этих предметных рисковых профилей были разработаны следующие концептуальные документы. Это среднесрочная программа развития, концепция развития и программы антирисковых мер, которые я сейчас озвучила. Когда мы начинали работать, конечно, нам необходимо было рассмотреть те результаты, которые нам необходимо было рассмотреть для того, чтобы разработать следующую, то есть тактику работы нашей. Да? Какие основные показатели работы? Это участие в ВПР, результаты ЕГЭ и результаты ОГЭ. Конечно, результаты ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в нашей школе были выявлены очень серьезные недостатки в качестве образования. Нам необходимо было, конечно, их осознать, что было крайне тяжело, и принять их. Но нам необходимо было получить опыт преодоления факторов риска и проблемных зон внутри нашего коллектива, включить школьный коллектив в совместную деятельность по преодолению рисков, применить новые методы работы по реализации программы развития в школе. Самый, конечно, сложный процесс, самый сложный рисковый профиль – это недостаточно предмета методической компетентности педагогических работников. Для того, чтобы управлять этим рисковым профилем, необходимо было организовать и провести обучающие семинары совместно с учителями нашей школы и с учителями школы куратора 35-й школы, организовать работу с выходом на индивидуальные программы профессионального самообразования учителей, которые должны были бы, то есть которые направлены были на отбор и внедрение в практику актуальных форм организации учебной деятельности учащихся.
а также обеспечение адресного повышения квалификации учителей, проведение школьного конкурса профессионального мастерства педагогических работников и внедрение модели исследования урока как инструмента активности профессиональных сообществ обучения с участием представителей школы куратор. То есть вот в этом направлении мы и работали. Иван Николаевич уже рассказал немножко, показал, какие семинары были проведены с участием школы куратора, да, использование ресурсов ГИС электронное образование, смысловое чтение, разработка плана профессионального развития и разработка алгоритмов для учащихся по решению продуктивных заданий. Конечно, для того, чтобы разрабатывать планы профессионального развития учителей, необходимо было отталкиваться от каких-то показателей. Этим показателем явились результаты ВПР и ГИА в 2021 году, которые учителя, проанализировав, обнаружили ярко отрицательную динамику и были выделены проблемные зоны в усвоении как предметных, так и метапредметных результатов, ну, по всем практически предметам: математика, русский язык, история, биология, химия, обществознание, география, английский язык, физика, то есть те предметы, которые сдают ВПР и ЕГЭ. Мы здесь, конечно, эту отрицательную динамику видели, она нас не порадовала. Вот. Для того, чтобы начать работу, была проведена проектная сессия по разработке плана профессионального развития учителей, где учителя собрались совместно с учителями 35-й школы. Были разработаны планы профессионального развития, выделены были вот эти ключевые факторы отставания отрицательной динамики, были выделены планируемые результаты, которые находились на низком уровне, и выработана вот дальнейшая тактика, отработаны планы дальнейшего, как это все будет развиваться. Ну, вот такие вот план. Посмотрите, план профессионального развития учителя. То есть каждый учитель вот такой план разрабатывал. Он выделил для себя те планируемые результаты, которые находились на низком уровне. Дальше, какова цель профессионального развития, какие задачи профессионального развития. Ну и, соответственно, та самая дорожная карта уже по плану, в соответствии с которым учитель дальше будет работать. Итогом этой стратегической сессии стала разработка 14 планов. То есть 14 учителей нашей школы разработали эти планы профессионального развития на 2021-2022 учебный год. В дальнейшем учителя было организовано взаимное посещение уроков, когда учителя друг у друга составляли такой экспертный лист. То есть по уроку полностью наблюдая за уроком и на стадии целеполагания, на стадии актуализации, на стадии выдачи нового знания, вот, полностью вот учителя как бы анализировали урок и в конце урока с учителем проговаривали, то есть слабые стороны, сильные стороны, какие технологии были использованы, активность учащихся, какие продуктивные задания использовались в данном случае. То есть этот вот опыт очень имел положительные результаты, потому что учитель видит себя со стороны, как бы, да? И, соответственно, учитель, если дает хороший урок, другой учитель уже видит свои немножко слабые стороны и чему-то учится. С другой стороны, это, конечно же, обеспечение адресного повышения квалификации учителей. Ну вот Иван Николаевич уже говорил, что у нас были проведены совместно такие вебинары онлайн с учителями 35-й школы по географии, английскому языку, истории, математике, по русскому языку. Вот. Также 8 учителей нашей школы прошли курсы повышения квалификации на базе Академии просвещения школы современного учителя на сайте «Цифровая платформа ТПО» по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, химии, географии и физике. Также сейчас 12 учителей уже прошли курсы по теме методика технологии обучения в условиях реализации обновленных ФГОС, начального общего образования и основного общего образования, а также наши учителя, 2 учителей являются постоянными экспертами республиканских предметных комиссий по 9 классах, по математике и по русскому языку. И в этом году у нас присоединился еще учитель биологии. Эксперт будет на республиканской предметной комиссии по биологии. Вот. Ну, каковы вот результаты этой нашей работы за 2021-2022 год? Конечно, изменился формат работы в ГИС электронное образование. Учителя сейчас больше уделяют внимание качественной работе, задания, то есть отрабатывать задания, которые направлены на планируемые результаты. То есть не просто формальный подход, да, а конкретно исследуют уже электронный журнал. Изменение в содержании работы педагогов. То есть учителя сейчас
уже опираются не на содержание учебника, а на планируемые результаты. Опять же, 14 педагогов, это 58%, реализуют планы профессионального развития. И мы надеемся, что эта цифра возрастет в следующем году. Проведен фестиваль профессионального мастерства для педагогов «Вместе мы сила» в январе и феврале, когда учителя показывали те вот результаты, которые добились в этом учебном году. Также были организованы наставнические пары, как между учителями, так и между классными руководителями. А также результаты нашей работы показывают результативное участие педагогов школы в муниципальных, республиканских заочных конкурсах профессионального мастерства. Ну и учителя нашей школы обмениваются опытом на муниципальном и республиканском уровне, выступая на семинарах. То есть это тоже является показателем нашей работы. Ну и вот следующий рисковый профиль – это низкий уровень вовлеченности родителей. Здесь каково содержание нашей работы? Это, конечно же, увеличение числа и изменение содержания деятельности Совета родителей школы, проведение дней открытых дверей, привлечение родителей к участию в внеурочных образовательных проектах нашей школы. Здесь мы начали такую традицию, положили проведение университета для родителей, родительский лекторий. Причем самое интересное, что тематику родительских вот этих вот лектория предложили сами родители. И для специалистов Центра психолого-педагогического медицинского, в общем, центра тематика оказалась очень интересной, неожиданно, они даже были не подготовлены. Почему? Потому что то есть они обычно уже с традиционными какими-то темами обычно выходят, а тут нетрадиционные темы, которые потребовали подготовиться к этим темам. Вот. Но для родителей это было очень интересно, и, как видите, в общем-то, много родителей присутствуют, со всех классов родители присутствуют на этих собраниях и даже ждали этих собраний. Вот. Следующим моментом, это тоже нашу, мы положили в этом году традицию проведения школы родительского мастерства, приуроченного ко Дню матери и ко Дню отца в октябре, в ноябре, когда родители приглашаются в школу и делятся своим опытом, своими профессиональными навыками. У нас были проведены и хендмейд, там у нас были проведены, и банковский работник по финансовому мошенничеству как раз рассказывала детям возможности. И мама в 6 классе швейное дело рассказывала, и с детьми они даже поделку изготавливали. Ну вот, и я сама тоже проводила, как мама, тоже проводила мастер-класс «Роспись по дереву». Девчонкам очень понравилось, и, в общем, хотят дальше учиться этому. Вот. Следующий рисковый профиль – это высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкая учебная мотивация. Здесь какие мы направления? Это разработка и реализация плана индивидуального сопровождения детей с трудностями освоения учебных программ, реализация метапредметных образовательных проектов, внедрение мер поддержки учебных успехов учащихся, презентация результатов и вовлечение 100% учащихся в учебно-исследовательскую проектную деятельность. Ну вот, как мы организовали, да, чтобы дети видели в журнале «Электронное образование» те типы заданий, которые они должны отрабатывать. То есть учителя работают с электронным образованием, и дети это видят, и дети понимают, за что им ставят оценку. Распечатка планируемых результатов, демоверсии ВПР для использования их в работе с целью проектирования занятий. То есть у детей в тетрадках, то есть многие учителя написали прямо, какие планируемые результаты ребенок должен достичь. Выделение образовательных результатов учащихся, которые освоены на критическом уровне. То есть ребенок видит, то есть какой результат у него хорошо, какой результат у него плохо идет. Да? Соответственно, над этим результатом надо ему дальше работать. Выделяются группы учащихся с критически низким уровнем освоения планируемых результатов. И, соответственно, для них создаются индивидуальные образовательные маршруты. А также организация работы с группами учащихся во внеурочной деятельности. Потому что основная, да, это внеурочная, через внеурочную, потом на урочную деятельность, повышение мотивации идет. Ну вот, тут немножко презентацию неправильно сделала. У нас в этом году очень активно дети участвуют в Академии юных талантов, при региональном центре поддержки одаренных детей. Практически на протяжении всего этого учебного года уже в нескольких сменах уже были дети. Смена наука, смена искусства, смена медиа, смена новогодняя. Вот, то есть дети там занимаются проектной деятельностью, дальше они потом все это на школьную жизнь. Вот. И таким образом у нас такая создается система самоуправления в школе.
Наши ребята участвовали в онлайн-форме продвижения в конкурсе достижения детских видений органов ученического самоуправления, где заняли 3-е место. Участвовали в муниципальном фестивале самоуправления «Самофест» и в интенсиве по ораторскому искусству. То есть многие дети, в принципе, готовятся себя к журналистике, к публичной деятельности, таким образом, через развитие самоуправления в школе. Также начала действовать, опять же, с позиции школы куратора и муниципального координатора Ларисы Борисовны Куреневой. Школа – это территория воплощения ребячих идей. Когда ребята предлагают свои идеи, свои проекты, а в школе проходит голосование, они выбирают, какие проекты на первый план вывести, какие проекты потом провести, и, соответственно, дальше уже сами участвуют в разработке этих проектов и в организации этих мероприятий. Вот. Были проведены у нас в прошлом году весной образовательный проект «Тебе моя республика», посвященный столетию нашей республики. Вот. В этом году мы уже провели день самоуправления, когда ребята полностью от начала до конца провели весь этот день, все уроки, были и завучами, были и директорами, были там, чуть ли не уборщицами, полностью проводили эти дни. То есть учителя вообще не проводили уроки, они просто сидели, смотрели. А в конце декабря был проведен метапредметный марафон, вот, направлен на развитие функциональной грамотности. Вот. В конце 3-й четверти, в марте месяце, была проведена метапредметная неделя знаний, также направлена на формирование функциональной грамотности. Вот. Ну и вот девочка у нас с инвалидностью заняла 2-е место в Обилимпиксе, в чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью. То есть это тоже как раз показатель вот, работы детей с ОВЗ и инвалидностью. В конце, как бы подводя итоги, все-таки надо посмотреть результаты, динамику наших результатов. Мы выделили эти вот отрицательные результаты, но вот в этом году у нас ВПР мы успели провести только в 11 классе, поэтому немножко можно посмотреть динамику вот по физике, по биологии, по химии, по истории, по английскому языку. В общем-то, динамика, она положительная по всем предметам, как в успеваемости, так и в качестве. Вот. И динамику результатов диагностических работ по математике. Вот если в прошлом году учебном это зелененькая такая, а в этом году это голубенькая. То есть тоже можно видеть динамику диагностической работы по математике. То есть достаточно такая хорошая. Если у нас качества, например, вообще не было, и в октябре, и в декабре качества вообще не было, то в марте уже появляется качество. Это какие классы? Это 9 классы. 9 классы, да, 9 классы, да, по математике. И то же самое вот по русскому языку. По русскому языку тоже наглядно есть динамика и успеваемости, и качества. Вот. Ну и какие результаты, это, конечно, ну не 100%, но 98% учащихся у нас вовлечены во внеурочную деятельность. У нас создана система школьного ученического самоуправления, которая работает, в общем-то, достигает результатов больших. Это показывает количество победителей призеров на школьном, на муниципальном, республиканском уровнях. Вот если у нас в 2021 году это 19%, то уже вот пока на данный момент, то есть еще не полностью, еще год не закончился, это уже 29%, 10% прирост составляет. Вот. То есть мы видим, в общем-то, наглядные результаты нашей деятельности, взаимной с 35-й школы. Вот, спасибо им большое. И с деятельностью муниципального координатора Ларисы Борисовны Куреневой, конечно, по вот, выходу нашей школы из этого такого критического состояния. Конечно, есть еще над чем работать, есть еще где, над чем мы сами еще видим какие-то проблемные такие зоны. Вот. Но перспективы у нас есть. Вот. Спасибо. Спасибо за внимание всем. Спасибо, Людмила Ивановна. Я очень рада, что вы закончили очень оптимистичной фразой, что есть перспективы. Действительно, у школы непростой социальный контекст. Наша 15-я школа, она объединяет учащихся 2 поселков, Крагзатунский и поселок Максаковка. Территория данных поселков действительно очень большая, но это часть города Сыктывкара, и примерно 40 минут на машине, если на автобусе даже чуть больше. И что важно сейчас, что мы понимаем, как изменится школьный климат. Я очень рада, что вы представили 2 риска, которые всегда связаны именно с теми тенденциями, которые определяют низкие результаты. Это риск, который
определяется как вовлеченность родителей, что вы внимание уделяете родительскому сообществу. Было бы хорошо, если бы еще ваш сильный депутатский корпус, у вас сильные очень депутаты, вот если бы вы их еще привлекли, я думаю, ваш депутат бы на самом деле очень много что смог сделать и помочь вам. Это на самом деле очень хорошо. И по поводу вовлеченности детей. Вы действительно этому уделили внимание. И, конечно, изменение школьного климата, школьного уклада – это самый важный результат. И вы чувствуете, что есть отклик от детей, от родителей. Это очень важно. Поэтому, конечно, будем надеяться, что в ближайшие годы те жители, а там у нас есть, ну, чтобы коллеги понимали, есть часть поселка, где живут очень обеспеченные родители. К сожалению, они не всегда выбирают 15-ю школу. Поэтому будем надеяться, что все родители, которые живут в этих поселках, они будут всегда выбирать 15-ю школу для детей, начиная с 1 по 11 класс. Вот это, если это будет перспектива, которая станет результатом, вот это будет самый лучший результат. Да, спасибо, коллеги. Дина Владимировна, вам слово в завершение. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я очень внимательно слушала все выступления коллег, руководителей образовательных организаций, и хотела бы сказать, что когда начинался данный проект по работе со школами с низкими образовательными результатами, или как мы их называли, вообще-то школы, работающие в сложно-социальных контекстах, потому что школы обычно реагировали очень болезненно на слово «низкие образовательные результаты» и всегда говорили о том, что вы посмотрите, в каких условиях мы работаем. И отдельная школа, например, вот в нашей Ярославской области, контингент обучающихся детей, для которых русский язык является неродным языком, составлял до 70%. В отдельных школах более 40% детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому тот опыт, который на сегодняшний момент был представлен на стратегической сессии, вашими школами, школами Сыктывкара и области, он удивительный, потому что, если честно сказать, работа в паре школа ведущая и школа та, которая учится у ведущей школы, то есть школа-наставник и школа, которую наставляют, это замечательный опыт вообще. И то, что я услышала сейчас, опыт, представленный вот в последнем выступлении, и о том, что уже есть определенные результаты, это стоит дорогого вообще для региональной системы образования. И, наверное, я хотела бы поблагодарить и Институт развития образования за то, что они ведут вот такую планомерную, целенаправленную работу именно со школами, которые одновременно имеют и высокий потенциал, и школы, которые стремятся к этому высокому потенциалу, к своей вершине, к своему Олимпу. И я думаю, что нам будет очень интересно Ярославскому государственному педагогическому университету и в том числе Федеральному центру научно-методического сопровождения педагогических работников взаимодействовать с такими школами. Впереди у нас есть очень интересный задел в работе. Мы будем обобщать эффективные практики. Эффективные практики по 3 направлениям, даже не по 3, даже по 6 направлениям. Поэтому мы сейчас предлагаем посотрудничать с нами. Эти эффективные практики войдут в федеральный реестр. Что такое эффективная практика, мы до конца еще все не понимаем. Соответственно, мы, как ученые, будем сейчас разрабатывать определенную критериальную базу или определенные маркеры, по которым можно определить, а эта практика на сегодняшний момент является эффективной. И, соответственно, работая с этими маркерами, школы, которые захотят представить свои эффективные практики в федеральный реестр и пройти экспертизу на базе Федерального научного центра, мы готовы создать такие условия для нашего совместного сотрудничества. Одновременно вы сможете получить от ученых уже определенное заключение действительно о том, эта практика эффективна и она возможна для распространения вообще во все образовательные организации, не только вашего региона. И эти направления я просто озвучу сейчас, по которым мы планируем работу с эффективными практиками. Это развитие школьных воспитательных систем. И вы понимаете, что это очень широкое такое понятие. И сейчас мы проводим экспертизу, разработанную совершенно новым чек-листом экспертизу программ воспитания. То есть это эксперимент.
Соответственно, мы у себя уже запустили этот эксперимент. Если будут желающие проэкспертировать свою программу, соответственно, Институт развития образования официально может направить письмо для экспертизы, для участия в этом эксперименте. Второе – это развитие, это формирование функциональной грамотности школьников. То, о чем вы говорили, то есть и эффективные практики в этом направлении мы готовы сейчас рассмотреть и, может быть, даже помочь обобщить эти эффективные практики с научной составляющей. Третье направление – это научно-методическая поддержка школ, сельских школ. И мы знаем, что у вас достаточно большой контингент сельских школ, и в этих сельских школах есть свои определенные практики. Не только работа в разновозрастных группах, разновозрастных объединенных классах, но и практики организации внеурочной деятельности. То есть, если эти практики есть такие, мы готовы тоже провести экспертизу. И еще одно из направлений – это проектно-исследовательская деятельность учителей и проектно-исследовательская деятельность школьников. Поэтому, уважаемые коллеги, мы приглашаем вас к сотрудничеству и выражаем благодарность за тот опыт, который имеет сейчас регион, особенно в работе со школами, которые работают в сложных социальных контекстах. За ту поддержку, которую им оказывают школы, которые уже находятся на своем Олимпе. Я хочу пожелать вам удачи и профессионального роста. Спасибо, Алевтина Валентиновна. Очень важные для нас профессиональные напутствия. Я думаю, что мы с коллегами обязательно рассмотрим ваши профессиональные предложения. Нам очень важно взаимодействовать, сотрудничать с Федеральным научно-методическим центром в лице педагогического университета. Поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, что у нас очень много интересных проектов, исследований, которые внесут вклад в развитие нашей республиканской системы образования. На этом мы завершаем наш первый событийный ряд в рамках трека «Качество образования». Я очень рада, что вы, коллеги, подключаясь к нам онлайн, я думаю, что погрузились в новые тренды, задумались, еще раз осмыслили те вопросы, которые мы каждый год поднимаем в нашей конференции, может быть, по-новому на них взглянули. Но самое, конечно, для нас важное – это практические решения и продуктивные механизмы, как наши коллеги обозначили в выступлении, повышения качества образования. Уважаемые коллеги, всего доброго.